Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И хочу поблагодарить всех вас, всех отзывчивых людей, кто помог на корм, кто помог в сборе средств на покупку корма по акции. Корм заказали, на следующей неделе должны привезти. 3Б. 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 Вот этого как зовут? Барон. Барон, а что у тебя с лапкой? О, у барона лапка болит. Хромает. Начать? А это тот, который сидел там первый, да? Так, я его звала Лорд. А почему у него лапки болят, а? У него даже обе болят. Значит так, 3Б. Вот он, Лорд. Вот такой. Лорд. Лорд, ты меня помнишь, а? Лорд. Привет! Чего, мой хороший? А? Что у тебя там? Ну, привет, иди сюда. Лапа-то у него пухшая какая, смотри, передняя. Мама дорогая, он на переднюю, получается, хромает, да? У него он капает оттуда. Ой, бедный. Сейчас мама посмотрит. Ой, кошмар. А видишь, капает у него. А сейчас спешу сообщить, у нас появился пассажир. Нам надо срочно отправить двоих из Якутска. В первую очередь долгожданного, любвеобильного, благодарного за свое спасение лорда. Посмотрите, сколько в нем любви к человеку, активный и любит каждого. Друзья, помогите собрать на перелет, на сбор справок, на доставку его до передержки и на саму передержку. Нам также нужны средства. Еще нам нужны финкураторы. Нам очень нужны финкураторы на постоянной основе, ежемесячной, до его пристройства. Лорд, поправился, да? Поправился мальчик, поправился. Вот. Вот веселая собака. Подожди, дай лапку. Тихо, аккуратно. Дай лапку, дай лапку. Неужели, а? Ой, счастье. Вот оно, счастье, вот оно. Не зря же мы его спасали. Откликнитесь, пожалуйста, финкураторы. Без вас не справлюсь. А корм и содержание в месяц стоит 9000. Пожалуйста, отзовитесь. Напишите мне на WhatsApp, кто готов и на какую сумму. И еще, друзья, с весны висел за мной долг. Обещала я забрать небольшую собачку Дори, спасенную зимой в мороз -50 щенком. Эта собачка из затопленного весной дома, где ее передерживали временно. Помните, я не раз рассказывала о спасенных из воды этого дома кошках и собаках. Из этого дома я тогда забирала 6 кошек, 2 щенка и 3 взрослые собаки. Все пристроены. Там еще остаются на вывоз обещанные пару кошек, но это потом. Вот сейчас есть еще одно местечко на самолет. Надо вывозить, раз обещала. И мне также нужна ваша помощь на перелет, на билет из города ужасов.
могу остановиться, жалко кошку. До чего довели ее, суки. Вообще бедная. Представляешь, на привязи держать кошку, это вообще ужас. Не люди, а потом, видать, надоело, она им с котятами выкинули в коробки со второго этажа. Вообще, сволочи. Друзья, мы, волонтеры, не спасаем всех. Нет ни сил, ни средств. Но иногда, теперь иногда, все-таки приходится. Вот в частности, опять слышим слезы. Опять выкинули с какого-то этажа кошку с коробкой котят, 3 котятами. 1 умер, 2 живы. И мамка в стрессе, в ужасе шипит. Каким-то чудом выжили. Мамка тощая, с ошейником. Значит, держали на привязи. Обычно привязывают к батарее. Кошка тощая. Кормящую мать не кормили. А в итоге еще и выкинули со 2 или 3 этажа. Ну вот, привезли эту кошку, которую выкинули с котятами. Ой, аж до слез. Вон они, эти котятки бедные. 3 котенка, 1 под одеялом. Кошка худенькая. Вообще в шоке. Она в таком стрессе, что ужас. Не дается в руки, кидается. Ее, видать, привязывали. Ой, сейчас сниму поближе. Вон, на шее висит от ошейника этот, как его, карабин. Ее, видать, привязывали, бедную. Вон, то ли ремень, то ли что на ней там завязано. Вообще ужас, бедная. Вот такая вот она у нас, бедося. Маленькая. Ну, не рычи, все будет хорошо у тебя. Это вот каким надо быть нелюдям. Это женщина сделала. Женщина выкинула со 2 этажа в коробке. Ой, вообще кошмар. Вот так вот. Есть еще такие твари на этом свете. В общем, она и выкинула. Коробка развалилась, кошка убежала. Эти котята бедные там по всей траве раскиданы были. Вот привезли ко мне. Вон она вся бедная. Ну вот как это вот ее привязывали, не просто так у нее карабин на этом, на ошейнике. И вообще там не ошейник, а ремень какой-то в 2 слоя обкручен вокруг шеи. В общем, издевались над этой кошкой бедной. Друзья, очень просят забрать, пристроить. В Якутске им не жить. Готовы забрать в Питере, если мы оплатим перелет и 1 месяц передержки в Питере, а также стерилизацию кошки. Друзья, давайте поможем этому семейству. Примерно 30 тысяч надо и на передержку, и на перелет, и на стерилизацию. Если будут проблемы со здоровьем, то это уже дополнительные траты не избежать. Давайте поможем, пожалуйста, этому семейству кошачьему. В ближайшее время есть также пассажир до Питера. Не хотелось бы упускать такую возможность. Если успеем собрать эту сумму, пожалуйста, помогите.